Цены на продукты и повседневные товары выросли за год на 14% в связи с ростом курса валют в России. Это объясняется тем, что большинство продуктов на рынке импортные, а для производства большинства категорий товаров нужно зарубежное сырье. Продовольственная инфляция в октябре этого года, согласно официальной статистике, составила 4,83%. Росстат отмечает, что больше всего цены выросли на сахарный песок, крупы, бобовые и подсолнечное масло. Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию на уровне от 3,9 до 4,2%, а Минэкономразвития прогнозирует, что этот показатель будет равен 3,8%. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, сообщила о повышении цен на значимые продукты питания по сравнению с январем текущего года. Это сахар, гречка и растительное масло. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратился с инициативой к Ростуризму с рядом предложений о развитии сельского туризма, в частности, о налоговых каникулах на 3 года для новых предприятий. Катырин также просит внести сельский туризм в перечень кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам субъектам сельского туризма на строительство и обустройство гостевых домов или помещений. Кроме того, он выступил за установление минимальных тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций на уровне тарифов для населения сельской местности. Глава Торгово-промышленной палаты предлагает разрешить использовать земли сельхозназначения для строительства различных туристических объектов, комплексов, подъездных дорог и транспортных стоянок. Он указал, что пока любое строительство на таких землях категорически запрещено. Более того, за их нецелевое использование владелец рискует получить не только немалый штраф, но и вовсе расстаться с приобретенным наделом. Большинство российских компаний посчитали 2020 год неудачным для их бизнеса. Однако немало и тех, которые показали рост во время пандемии. Для некоторых этот год стал самым удачным за все время существования. Год пандемии коронавируса оценили как довольно удачный и лучше предыдущих лет 21% российских компаний. Еще 12% опрошенных компаний заявили, что для них 2020 год стал таким же, как и все остальные. При этом 4% респондентов этот год признали лучшим за всю историю компании. Для 67% российских бизнесов 2020 год стал периодом падения. Они оценили его итоги отрицательно, причем 28% назвали его самым плохим годом за всю историю компании. Ставки по ипотечным кредитам в перспективе могут продолжить снижение. Такое мнение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил, что если Россия хочет быть развитой страной в мире, тогда и ипотека должна быть на уровне этих развитых стран. Зампредседателя правительства привел в пример Китай, где ставки по кредитам на жилье находятся на уровне от 3 до 5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики. Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%. При этом Хуснуллин отметил тенденцию роста стоимости жилья даже в кризисный период. Это, по его словам, связано с целым рядом причин. Переходом на эскроу-счета, когда риски оказались включены в стоимость квадратных метров, а также из-за пандемии коронавируса и дефицита рабочих на стройках после уменьшения количества трудовых мигрантов. Кроме того, повлияло и ослабление курса рубля. Валютная составляющая в жилье эконом-класса в среднем достигает 8-10%, а в комфортном доходит до 30-40%. Производитель высокотехнологичного оборудования для выращивания алмазов компания «Фризарт» планирует открыть производство в Дальневосточном федеральном округе. Компания разрабатывает решения для различных отраслей промышленности на основе уникальных свойств синтезируемых материалов из алмаза. Также проводятся исследования физико-химических свойств алмаза, возможностей допирования материала другими элементами, особенностей технологической обработки алмазных материалов для нужд электроники, спектроскопии, оптики. Кроме того, в настоящее время «Фризарт» работает над решениями на базе алмаза как сверхтвердого материала с целью вывода на рынок специализированных инструментов для медицины, а также обрабатывающих и добывающих отраслей.